Охотник я. Киноактера Амаду Мамадакова многие знают по ролям в военных драмах и сериалах. Между тем, от бойцов якутян мы впервые узнали о том, что популярный российский актер часто навещает участников специальной военной операции в военных госпиталях в качестве волонтера. Сахалар, Изендер, всем привет. И вы меня знаете, пришел проведать нашего героев, пожелать здоровья ребятам, родным желаю счастья, удачи, любви и всего самого лучшего. Всем огромный привет. Войны были всегда и будут, к сожалению, и поэтому вот эти вечные вопросы, которые в голове возникают, они уже все разгаданы уже давно. Просто нужно найти ответы на эти вопросы. И я начал поиск и для себя нашел источник, что там описано, что любая цивилизация можно разделить на 4 слоя пирога, грубо говоря, и в том числе и наша. Это как в пирамидальном формате. Самый большой нижний слой – это люди рождаются с сознанием рабочего класса, их самый больше. Потом второе – люди рождаются с сознанием земледельца, торговца, люди культуры и так далее. Вот это наш слой. И следующий слой поменьше – это слой военный. Пирамиду закрывают священнослужители и правители. И поэтому, когда ребята над нами, они как по статусу над нами военные, поэтому они одевают присягу, форму, берут оружие, они уже выше становятся над нами, они уже, у них другое отношение со смертью. То есть по разным мотивам ты можешь прийти на передок, но в конце становишься смешиваешься в этот боевой братство. И поэтому вот они вот такие души, которые отреклись от всего мирского, они так объединяются, и потом даже они приходят в госпиталя, лежат, и их не остановить. И вот он говорит, я сейчас долечусь и поеду обратно воевать. Я говорю, успокойся, сначала долечусь, иди домой, может, вообще не поедешь? Нет, я поеду. Потому что он здесь, все, он уже отрекся от этого мира. То есть он не может здесь находиться в этом мире. Для себя я так понял этих ребят. И занялся волонтерством, потому что это часть моей истории. Я не просто так здесь родился, и поэтому, если когда моя страна переживает какие-то такие этапы, я должен быть в курсе этих вещей и участвовать в этих событиях.